Мира и здоровья вам! Уже прошло больше 2 недель с того времени, как я обратился к Абдул-Халиму Эльмезову и Кады Халкечеву с просьбой разъяснить их позицию по превосходителю Килару Хаширову. К сожалению, ответа пока нет. Я предлагаю любому желающему историку или кому угодно помочь моим оппонентам и выступить в поддержку этих людей. Если у вас есть какие-либо аргументы, помогите, пожалуйста, им. Ну а пока вы готовите ваш материал, я бы хотел сегодня вам показать беседу с Црай Беслановичем Кагермазовым. Это доктор сельскохозяйственных наук, профессор. И обращаю ваше внимание, это человек, который защитил свою кандидатскую диссертацию по теме кабардинской породы лошадей. Учился он вместе с Парфеновым и Хотовым. Думаю, будет вам интересно. Пожалуйста. Добрый день, Црай Бесланович. Очень приятно, что вы согласились рассказать нам по кабардинской лошади. Мы, насколько я знаю, вы занимались, у вас диссертация была именно по кабардинской лошади. Что вы можете рассказать? Расскажите нам, пожалуйста. Здравствуйте. Действительно, я занимался и продолжаю заниматься кабардинской породой лошадей. Занимался, начиная с 1960-х годов, когда еще будучи аспирантом Тимирязевской академии именно по кафедре коневодства. И занимался выяснением, изучением кабардинской породы и англо-кабардинской породной группы на территории Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесской республики и на ипподромах Нальчика и Пятигорска. Действительно, моя диссертация кандидатская была посвящена росту и развитию англо-кабардинской породной группы в особых условиях, так называемых конюшнно-пастбищного содержания. В ходе изучения подготовки материала для кандидатской диссертации, естественно, я занимался не только англо-кабардинской породной группой, но и чистопородной кабардинской породой. И выяснил, что подобной другой породой, как кабардинская порода, у нас ни в стране, ни за рубежом нет. Особенности кабардинской породы изучены и доказаны не только мной, но и многими другими учеными нашей страны, бывшего СССР, и многими путешественниками у нас на территории Кабардино-Балкарии и за пределами нашей республики, но на территории Северного Кавказа. Будучи директором ипподрома Нальчикского в течение нескольких лет, я действительно занимался и работоспособностью кабардинской породы лошадей и англо-кабардинской породной группы. К нам в Нальчик привозили на ипподром лошадей кабардинской породы из Карачаево-Черкесской республики, с конного завода Малокарачаевский конный завод, сейчас это называется Карачаевский конный завод, и с нескольких хозяйств Карачаево-Черкесской республики. Все лошади, привозимые к нам в Нальчик для испытания в течение всех лет, пока я был там директором ипподрома, лошади из Карачаево-Черкесии числились и числятся как кабардинская порода лошадей. Я хочу единственное рассказать об особенностях нашей породы. Дело в том, что действительно чутье и особенности нервной системы лошадей кабардинской породы отличаются от всех других пород. Не зря Александр Иванович Куприн, известный писатель во всем мире, говорил, что подобной породы ни среди лошадей, ни даже среди людей, как кабардинской породы, нет. Об этом писали и многие другие известные люди. Не зря во время царской России ежегодно князья, известные люди,
тогда говорили кабарда, и поставляли в царскую армию кабардинских лошадей кабардинской породы. И не 2-3 десятками, а сотнями, а иногда и тысячами доставляли. Потому что они более выносливые, более неприхотливые к условиям содержания и кормления, а на длинной дистанции они непобедимы, и им нет других сравниваемых пород. Возьмем 1918 годы, после изгнания Кутузовым армию Бонапарта, и сам сидел на седле на лошади кабардинской породы, и многие его воины тоже сидели на кабардинской породе лошадей. Не случайно и Суворов во время взятия перехода через эти Альпы сидел на лошади кабардинской породы лошадей, потому что только кабардинская порода лошадей может переходить через такие горные условия. Такой крепости костяка, как у кабардинской породы лошадей, нет других. Я говорю сейчас не только о крепости копыт, об этом многие писали, но никто до сих пор об этом не говорил, о крепости костяка. В моей кандидатской диссертации я испытывал крепость костяка кабардинской породы лошадей на излом и на сжатие. И надо сказать, что в отличие от других пород, не только лошадей, но и других видов животных, равноценной нет. Кабардинская порода лошадей имеет такую крепость костяка, как равноценный диаметр металлической трубы. И это доказано. Доказано не словесно, доказано не просто так, а именно испытаний в бывшем институте сельского электрификации и механизации сельского хозяйства в Москве. Это одно. Другое – чутье и нервная система кабардинской породы лошадей отличается от всех пород. Например, в горных условиях часто меняется погода. Бывает такой густой туман, когда всадник не видит даже дорогу, по которой надо идти. Умный всадник, кабардинец, отпускал вожжи, лошадь сама находила по этой дороге, куда надо идти, доставляла всадника на место. Это одно. Второе. Есть и поговорка, даже это, может быть, и быль, но я это хорошо знаю, что за селом Конделен есть естественный природный мост. Он и сейчас есть, который пролит реками, весенними и осенними, и высота этого моста составляет примерно около 50-60 метров. Он непроходим, человек боится пройти через этот мост. Но когда вопрос стал, и один парень, который хотел жениться на одной девушке из Конделена, она условие поставила: если он пройдет через этот мост, то она выйдет за него замуж. Парень был хитрый, умный и сказал, что согласен. Раньше другие отказывали, но он сразу же дал согласие. На следующий день своему другу поручил взять кабардинскую породу лошадей одну и встать около этого моста. Сам парень на машине отвез эту девушку туда, и когда уже парень сел на лошадь, и на лошади легко прошел этот мост, потому что человек не может пройти, опасно. И когда девушка сказала, что
я же сказала, что если ты пройдешь, а он говорит, но у нас не было договора, что я лично, вы сказали вот пройти, я прошел, она вынуждена была согласиться и выйти замуж. Это обычная быль. Другая быль, непридуманная, лично мной пережитая. Это в 1969 году, в честь 50-летия Первой конной армии, когда я решил, договорился с ректором Тимирязевской академии, я уже был аспирантом Тимирязевской академии, пригласить на встречу с преподавательско-студенческим составом маршала Советского Союза Семена Михайловича Буденного. И ректор дал согласие, со мной туда поехали и ректор Иван Семенович Шатилов, заведующий кафедрой коневодства Тимирязевской академии Андрей Александрович Красников и еще один Кувшинов, бывший этот самый академик. Мы поехали туда, встретились с Иваном Семеновичем Буденным. И когда мы познакомились, кто есть кто, и когда я сказал, что я кабардинец из Кабардино-Балкарии, он рассказал интереснейшую историю о одной лошади кабардинской породы, которая была подарена кабардинцами, когда он был до войны у нас в Кабардино-Балкарии. Вы знаете, что он часто посещал нашу республику. И вот он говорит, под кличкой Кара, эту лошадь он поручил полковнику Порфирьеву, Павелу Порфирьевичу Брикелю, тогда он еще не был героем Советского Союза, доставить его жеребца Кара, которая находилась в Раменском ипподроме, на Пермский конный завод, в надежде, что немцы туда не дойдут. Лошадь была доставлена поездом, где все окна были закрыты, лошадь ни разу не выпускалась из вагона за все время. И когда уже несколько дней прошло, директор Пермского конного завода позвонил Павелу Порфирьевичу Брикелю и сказал, что лошадь пропала, ее нет в конзаводе. Брикель, естественно, сразу сообщить не смог об этом маршалу, но тем не менее вынужден был через несколько дней сказать, что вот, товарищ маршал, что хотите, делайте со мной, но ваша лошадь пропала. Буденный приказал, найдите. Через 2 месяца директор Раменского ипподрома, который и сейчас находится в Раменском районе, позвонил Брикелю и говорит, ваша лошадь нашлась, она у меня. Это действительно ни наукой, ни практикой не доказано, пока не доказано, как лошадь, которая ни разу не выходила из вагона, где шторки, зашторено было все окна, каким образом эта лошадь нашла обратно дорогу, ведь шла война, приходилось многие мосты, которые охранялись с обеих сторон, военная охрана, все-таки нашла обратно дорогу и вернулась на Раменский ипподром. Но была лошадь исхудавшая, как говорил сам Буденный мне, что кости и кожа. Об этом я очень был удивлен, и никому с 1969 года до 1976 года ни одного слова никому не говорил, особого доверия вот такому чуду у меня не было. Но в 1976 году, будучи директором Нальчикского ипподрома имени Комсомола, я был назначен капитаном команды Кабардино-Балкарии на всесоюзных конно-спортивных соревнованиях, которые проходили в Ташкенте, и ко мне подошел генерал-майор, герой Советского Союза, уже
ставший Брикель Павел Порфирьевич, и попросил меня, можно ли нам вместе в гостинице. Естественно, он представился директором ростовского ипподрома. Я вижу звезду на груди, и, естественно, я дал согласие, и вместе мы жили в гостинице. И в один день он мне всю эту историю, которую Буденный Семен Михайлович мне сказал, в слово повторил. Естественно, Павел Порфирьевич не знал о том, что я уже эту историю слышал от самого Семена Михайловича. Я тогда поверил. И об этом уже тогда написал как о чудном тайной загадке кабардинской породы лошадей. Но еще другая особенность кабардинской породы мне рассказал директор чехословацкого кооператива, которого мы звали Карл, когда в 1968 году уже я был в командировке в Чехословакии именно по вопросам животноводства, особенно коневодства. И когда мы гостили у него дома и узнал, что я кабардинец, он мне рассказал интереснейшую историю, вторую о кабардинской породе. Речь шла о том, что во время Второй мировой войны Карл был тяжело ранен, он потерял сознание, лежал вместе с многочисленными трупами, и когда пришел в себя, увидел вокруг себя трупы людей и одну живую лошадь. Он говорит, что вставать не мог, но подполз к этой лошади. Лошадь поняла, что человек не может встать на ноги, сама легла рядом, и Карл сесть не мог, естественно. Он поперек спины лошади лег. И когда он в себя пришел, видит, что чистое белье, комната, и через несколько дней это случилось, спрашивает хозяина, где он находится. Хозяин сказал, что он находится на Украине, и вот начал благодарить Карл хозяина за спасение, считает себя вторым днем рождения, что именно этот случай. Хозяин дома, квартиры, говорит, что не меня надо благодарить, а вот эту лошадь, и показывает пальцем на окно, в окно. Он говорит, когда я посмотрел, увидел эту лошадь, и я спрашиваю Карла: Карл, но ведь на Украине есть и хорошая порода, украинская называется. Может, она украинской породы была? А он говорит, я об этом тоже сказал хозяину дома, но он сказал, нет, это кабардинская порода, он был до войны у нас в республике и купил этого жеребенка, и сейчас находится у него. И что это именно кабардинской породы лошадей. Это две интересные тайны. И вот недавно, вот месяц тому назад, в нашей университетской газете я написал еще одну интересную тайну лошади. Она заключается в том, что, будучи молодым парнем, 20-летним, после Прохладинского сельхозтехникума, я работал зоотехником учебного хозяйства Тимирязевской академии и решил проверить ночную дойку на одной отдаленной ферме. Где-то примерно 9:30 ночи после ночной дойки я решил сократить дорогу и решил через лесополосу. Я по этой дороге никогда ранее не ходил, не ездил, поэтому дорогу я не знал.
но по дороге я увидел, что есть мост пеший, по которому лошадь не могла пройти. Я решил более узкую дорогу, более узкое место найти, куда бы можно было зайти. Я такое место нашел. Вокруг и по берегам этой реки росли большие высокие растения. Я вот решил пройти. Лошадь категорически отказала. Отказала не просто так, но заржала громко. Я не придал значения этому, отогнал обратно на несколько метров лошадь, прихлопнул и поскакал, чтобы перепрыгнуть более узкое место. Лошадь послушалась, прыгнула, но передние ноги оказались на суше, а задние ноги оказались в болоте. Мы начали тонуть. И на мое счастье, когда я перепрыгнул через голову, там была береза, я нагнул эту березу и вытащил лошадь. Я это говорю к тому, что я не почувствовал опасности, а лошадь это догадалась чутьем и говорила, когда заржала, это означало, что это опасно. Если бы я не послушался, вернее, если бы я не послушался эту лошадь и заставил бы зайти, мы бы обе утонули, и она, и я. Вот это третье чудо. Таких много случаев. О лошади можно говорить. Но меня удивляет еще другой случай. Случай современный, когда уже весь мир, практически весь мир знает о кабардинской породе лошадей, о ее особенностях, о ее человеколюбии. И многие люди покупают эту лошадь лично для своих целей, для того, чтобы детей учить на этой лошади кататься. И я все годы, пока был директором Нальчиковского ипподрома, вводил десятки лошадей в Карачаево-Черкесский конный завод на аукцион международный. Почему в Карачаево-Черкесский конзавод? Дело в том, что все знают, что Нальчик в те годы, это было 1970-е годы, Нальчик был закрытый город. Никому, иностранцам, в Нальчике нельзя было заезжать. И нам сказали, если хотите продавать лошадей, везите их в Карачаево-Черкесию. Она была открытая республика, и я туда возил и продавал иностранцам много лошадей. Особенно покупателями были немцы, итальянцы, швейцары продавали, и другим странам, которые действительно, их было, французы много покупали. И везде и всюду это были как кабардинская порода. О ней много сказано, написано, доказательств не требует, но вызывает недоумение то, что отдельные люди, мной уважаемые, стали говорить о кабардинской породе лошадей неприятным голосом, неприятными случаями, якобы это приобретенные лошади из других республик. Я уже говорил, что Карачаево-Черкесия всегда привозила своих лошадей к нам на испытания, и документально они были все оформлены как кабардинская порода. Сейчас некоторые претендуют, доказывая, что в Кабардино-Балкарии недостаточно уделяют внимания своим лошадям, чуть ли это не карачаевская порода. Я как ученый, который посвятил себя истине, не могу не говорить неправду. Хочу сказать именно сегодня правду о кабардинской породе лошадей, что она была, есть и будет еще многие столетия, пока есть кабардинский народ, будет жить и работать и развиваться и кабардинская порода. Я первым создал в Кабардино-Балкарии союз
по развитию и сохранению кабардинской породы лошадей примерно в 2000 году. До сих пор я и являюсь председателем этого союза. Многократно говорил и работникам Министерства сельского хозяйства, и коновладельцам, что нужно больше внимания уделять этой породе лошадей. Нужно не просто словесно помогать, словесно многие говорят, а по делу. Что имеется в виду? Во-первых, лошадь, она неприхотливая, надо ее содержать, и необходима государственная поддержка, как другим отраслям животноводства. Нашему ипподрому Нальчикскому надо увеличить поголовье кабардинских лошадей для испытания. А руководству Министерства сельского хозяйства нашей республики необходимо оказать практическую государственную поддержку коновладельцам, которые разводят кабардинскую породу лошадей. Спасибо. Спасибо вам большое, Сарай Бесланович. Очень интересно вы рассказали. Материал, связанный с породами лошадей, я разделил на две части. В первой части затронута была кабардинская порода. Во второй части будет затронута карачаевская порода лошадей. Выйдет она в ближайшее время. Всего вам доброго.